В этом зале собрались представители различных ведомств экономической сферы региона. Есть среди них и те, кто работал в этих структурах со дня основания. В их числе и Зарема Аушева, бывший главный бухгалтер Министерства финансов региона, проработавшая там почти 20 лет. Работать, конечно, начинали тяжело, но коллектив всегда был слаженный у нас, дружный. И сейчас я смотрю, вот таким же и остался. Хочу поздравить всех своих коллег с Днем финансиста. Хочу всем пожелать успеха в труде, в работе, в жизни, чтобы нас всегда ждали бы только радости жизни, горести, чтобы нас обходили бы стороной. Сегодня каждый в зале отмечает свой профессиональный праздник – День финансиста. Учрежден он президентом страны в 2011 году. 8 сентября в 1802 году император Александр I своим высочайшим манифестом образовал в России Министерство финансов. На протяжении этого времени Минфин играет одну из самых ключевых ролей в проведении финансовой политики страны, отметил и Владимир Сластенин. Председатель правительства зачитал на встрече приветственный адрес главы региона Махмуда Али Калиматова. В этот знаменательный день выражаю огромную благодарность ветеранам ведомства, которые трудились на протяжении всех этих лет, а также ныне работающим сотрудникам, профессионалам своего дела. Каждый из вас внес и продолжает вносить свой вклад в развитие главного финансового органа республики. Спасибо за ваш труд, преданность, верность избранному делу. Желаю вам дальнейших профессиональных успехов, новых достижений на благо Ингушетии, России, счастья, здоровья, добра и благополучия вам и вашим близким. Пользуясь случаем, премьер подчеркнул и хорошо слаженную работу всех финансовых ведомств Ингушетии, благодаря чему в последние годы экономический климат в регионе стал наиболее благоприятным. Сейчас мы начали своих собственных налогов собирать 9 миллиардов. Это большой рывок. И валютный баланс был у нас аж под 20 миллиардов. А прошлый год, когда у нас были стройки, одновременно было 67 объектов, это наш проект, у нас достигал до 49 миллиардов денежных средств республики. Ну, понятно, что основная часть – это федеральные денежные средства. Но и Москва в последнее время, вот, Иван Александрович бывает, там в Москве там отмечают, что мы все-таки научились зарабатывать еще и собственные средства. Поэтому еще раз успехов. Надеюсь на дальнейшую такую же плодотворную работу, качественную работу министерства. Ну и самого хорошего, добра, счастья, ну и мирного неба над головой. Торжественное мероприятие неспроста проходит в стенах Министерства финансов региона. В этом году Минфин празднует 30-летие со дня основания. Как начиналась работа ведомства в то непростое время, в своей речи упомянул исполняющий обязанности Минфина региона Тамерлан Вашигуров. Все сотрудники Министерства финансов были нацелены на то, чтобы в первую очередь привести в соответствие и привести в порядок те доходы, которые у нас есть, установить, и те расходные обязательства, которые можно выполнить за счет этих доходов. Я вам скажу, та работа, которая была начата нашими предшественниками, теми первыми сотрудниками, которые здесь были, она продолжилась и по сегодняшний день. Не было еще случая, чтобы первоочередные расходы, социально значимые расходы не выполнялись республикой. С профессиональным праздником присутствующих поздравил и Ахмед Мальсагов, бывший министр финансов, работавший с первых лет открытия ведомства. Он помнит, как было трудно в начале. Сейчас же экономическая ситуация в регионе планомерно меняется в лучшую сторону. Я хотел бы их поздравить с этим достижением и пожелать в этот день огромных успехов на благо народа. После официальной части перешли к награждению. Грамот от главы региона, Народного собрания и Минфина удостоились работники и ветераны ведомств. Ну а медаль 250-летию со дня единения Ингушетии с Россией получил и основатель налоговой службы Ингушетии Магомед Нальгиев. В завершении встречи ветераны ведомств также поздравили молодых и будущих специалистов и пожелали им успехов на своих трудовых местах, а точнее налаженности и порядка в учете, регулярных денежных поступлений и прозрачности в общей системе работы. Дана Плива, Сулейман Костоев. Новости 24.